Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лесной пожар у поселка Хандага в скором времени будет локализован. Стабилизируется обстановка и в Нюрбинском районе. Достойный пример для подражания. В медицинском колледже почти все студенты прошли вакцинацию и получают занятия в привычном формате. Список участников внушительный. На арену выйдут сильнейшие атлеты республики. В каком формате пройдут игры Дыгына этого года? Лесной пожар у поселка Хандага в скором времени будет локализован, а затем и ликвидирован. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов, который находится в Тампонском районе для координации работ по тушению возгораний. В настоящее время обстановка в Хандаге стабильная и находится под контролем. С утра определили участки работы. Тушение идет с двух сторон поселка. В 14 часов проведен аэромониторинг, по результатам которого определяют вечерний фронт работ. Видимость сильного тления и горения не отмечается, рассказал Емельянов. Локализованы два лесных пожара у сел Нюрбачан и Аранастах в Нюрбинском районе. Продолжает действовать одно возгорание. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении природных пожаров заняты более 300 человек и порядка 50 единиц техники. Существенную помощь оказал самолет-амфибия Б-200 МЧС России. Он совершил 23 сброса воды на огонь. По состоянию на утро 10 июня на территории Нюрбинского района действует один пожар, номер 18, это на территории села Юдей. Два пожара локализованы, это пожар номер 13 возле села Нюрбачан и пожар номер 20, это в Кюндяде. В настоящее время идет мероприятие по ликвидации данных пожаров, локализованных пожаров. По пожару номер 18 село Идей ведется работа, дальнейшая работа по локализации данного пожара. Проложено 15 километров минерализованной полосы до реки Вилюй. Сегодня планируется на 6 километрах провести встречный пал. Сложной продолжает оставаться эпидобстановка в Якутии. За минувшие сутки заболели ковидом в регионе еще 103 человека, из них 64 в Якутске. По данным оперативного штаба, 7 случаев в Амгинском районе, 6 в Мегино-Кангаласском, 5 в Вилюйском, в Ленском, Мирнинском, Аймиконском и Татинском районах по 4 заражения, в Алданском 3, в Нерюнгринском 2. За сутки лаборатории региона провели почти 3400 исследований на коронавирус. Напоминает оперштаб о массовой вакцинации. На сегодня в республику поступило 203 тысячи доз вакцины против ковид. Получили первую прививку 182 тысячи человек, вторую 128,5 тысяч человек. Использовано почти 89% от общего объема вакцины. Оперативным штабам всех этих районов, в которых выявлены новые случаи, особенно там, где случаи появились впервые, а к таким за длительное время, а к таким улусам относится Татинский улус, дана установка усилить меры, которые направлены на то, чтобы инфекция не получила распространения. Основной задачей оперативных штабов улусов на настоящий момент совместно с главными врачами, районными больницами является задача, направленная на то, чтобы дети, которые приезжают в улус, и родственники, которые сегодня приезжают на летние праздники, они, соответственно, не создавали возможности для распространения инфекции, в связи с чем мы приглашаем тех, кому приезжают родственники, и приглашаем всех на наши вакцинальные пункты. Хороший пример показывает медицинский колледж. Там 99% всех студентов получили прививку против коронавируса. Благодаря этому учебный процесс проходит в очном формате. 1500 студентов обучается очно, еще 226 дистанционно. Если посмотреть на заболеваемость, то в этом году ковид подхватила только одна студентка, прошедшая вакцинацию. При этом болезнь протекала в легкой форме, и она не была госпитализирована. Также заразились коронавирусом еще 3 студентов, обучающихся в дистанционном формате, они не были вакцинированы.
Это очень важно для нашего образовательного процесса. То есть студент вынужден на какой-то отрыв от очного обучения, вот как медицина, не проходит. Поэтому очно все обучается. Сейчас идут демонстрационные экзамены, они через YouTube проходят, оценивают наши социальные партнеры. И в заключение хочу сказать, что вакцинировали все. Это, конечно, большая работа лечебных учреждений, которые нам пришли в помощь и вакцинируют 1256 человек. Ровно 20 лет назад произошло значимое событие. В Национальном центре медицины в Якутске впервые провели операцию по трансплантации почки. С тех пор в республике возникла еще одна высокотехнологичная отрасль медицины – трансплантология. По случаю 20-летия развития донорства сегодня в Якутске провели круглый стол, обсудили проблемы и дальнейшие перспективы развития этой отрасли. Возможность заменить больной орган, пересаживая часть от донора – огромный прорыв в истории развития медицины в Якутии. По словам участников мероприятия, наличие такой технологии свидетельствует о развитии в регионе не только практической медицины, но и науки. Есть проблемы с обследованием именно доноров, которые прижизненные доноры были, их обследование. Затем есть проблемы обследования трансплантированных пациентов, ведь мы понимаем, что трансплантация – это не как бы соринку из глаз убрать. И в среднем это около 150 пациентам всего произведено вот этим методом спасения жизни. Но перед трансплантацией есть те заболевания, которые приводят к тому, что необходимо пересадить орган. И вот эти заболевания, на них надо обратить должное внимание, чтобы не доводить до трансплантации. Одна из острых проблем региона – это переселение из ветхого и аварийного жилья. Благодаря компании «Алроса» более 500 семей в Удачном получили новое жилье. Под снос идут в основном старые деревянные дома в поселке Надежный. Продолжится ли работа в этом направлении, выясняли наши коллеги. Поселок Надежный начинал строиться в начале 70-х для тех, кто приезжал сюда осваивать новые месторождения. Его эксплуатация была рассчитана на 25 лет. Но вот уже спустя полвека поселок продолжает жить. О его героической истории сейчас напоминают лишь развалины и пережитки прошлого. Разбитые старые окна, прогнившие перекрытия, залатанные фасады домов. Жители уже опасаются за своей жизни и жизни близких. Надежненцы одного из домов неоднократно обращались в администрацию с просьбой о переселении из аварийного дома. Моя квартира, вот в частности моя квартира в этом доме, падала под дом. То есть у нас была вот такая грыжа под дом, зайдешь, и там было видно. Вот. И второй этаж падал прямо нам на голову. Там высота в кухне была где-то 2,10 вместо 2,60. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья работает с 2009 года. За этот период из Надежного переселили 75% семей. Некоторые из них получили компенсацию за аварийное жилье, другие – ключи от квартир в микрорайоне Новый город. Весь жилой фонд для переселенцев приобретался за счет средств «Алроса». Следующий этап по переселению из ветхого жилья начнется в 2026. Муниципалы надеются, что Удачный попадет в эту программу. И надежненцы, чьи дома признают аварийными, переедут в новое жилье. На этом этапе приобретать квартиры будут уже за счет средств республиканского бюджета. Необходимо заказать заключение, оценку независимого эксперта о техническом состоянии конструктива многоквартирного жилого дома. На 2021 год администрация города предусмотрела 500 тысяч, чтобы получить это заключение. В настоящий момент сейчас утверждаются технические условия для независимого оценщика. Волнуют надежненцев не только опасные для жизни условия проживания, но и инфраструктура. Автобусная остановка сохранилась, по-видимому, со времен строительства поселка. Зимой не добраться отсюда на автобусе. Почему? Потому что с ребенком выходишь на остановку, остановка открытая, фонаря нету, освещения нету. То есть поэтому нам приходится добираться на такси утром. Потому что все это очень некомфортно. Морозить ребенка. На детской площадке просто опасно гулять с ребенком. Мусор, стекло и антисанитария. Пыль на тротуарах и дорогах столбом стоит. Когда от ветра, когда от проезжающих машин. Асфальта нет. И все это оседает в квартирах.
Все эти проблемы администрация Удачного и депутаты Горсовета не оставляют в стороне. По просьбе жителей поселка в Надежном были установлены зимние горки. А вот по строительству детской площадки ситуация несколько другая. Жители участвовали в конкурсе «Поддержка местных инициатив» и набрали наименьшее количество голосов. Проект не приняли. Что касается по проблемному вопросу, теплая автобусная остановка, да, здесь жители Надежного испытывают некие неудобства. Действительно, теплые остановки здесь отсутствуют. И в этом году принято решение построить теплую остановку. Ну, здесь нужна обратная связь от жителей поселка Надежный, где конкретно поставить остановку. До 26 года еще далеко, поэтому по всем волнующим вопросам необходимо обращаться в мэрию. Власти готовы помочь. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Световое шоу «Алгыс» и общего Соха и жители Казани окунулись в культурные традиции народа Саха. Состоялось торжественное открытие Дней Якутии в Татарстане. На центральной площади Казани развернулось настоящее театрализованное представление, рассказывающее о нашей республике и о многовековых связях двух братских народов – якутского и татарского. Сотни жителей и гостей города смогли увидеть уникальное световое шоу, которое проецировалось на Урасу. Кроме того, каждый желающий смог встать в круг Асохая, танец единения и дружбы. Напомним, что деловая программа форума стартовала 7 июня. Уже подписаны важные соглашения между двумя республиками, направленные на развитие и углубление двусторонних отношений в самых разных областях, таких как культура, образование, инновации, торговля и наука. В свою очередь, власти Якутии планируют провести Дни Татарстана в республике. В следующем году их посвятят столетию автономии Якутии, сообщил агентству ТАСС Айсен Николаев. Вопрос к Рустаму Миниханову, президенту Татарстана, но он обещал, что Дни Татарстана обязательно пройдут в 2022 году, в год столетия ЯССР, сказал глава нашего региона, отвечая на соответствующий вопрос. «Мои любимые места в Мирнинском районе» – так назывался конкурс видеороликов, которые посвятили Дню защиты детей. Всего поступило 10 работ от ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Вилюйское кольцо, ботанический сад и спортивные площадки победителей определило жюри. Они оценивали не только качество снятых видеороликов, но и творческий подход к раскрытию темы. Авторов лучших работ наградили денежными сертификатами. К спортивной теме на Олимпийские игры в Токио могут быть допущены только жители Японии. Международный олимпийский комитет примет окончательное решение до конца июня. Таким образом, на предстоящую Олимпиаду могут допустить только японских зрителей. Ранее иностранным болельщикам уже было отказано в посещении соревнований в связи с пандемией коронавируса. Вопрос еще обсуждается. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Кто же станет победителем турнира по многоборью игры Дыгына в этом году? Список участников внушительный. На арену выйдут все сильнейшие атлеты республики. Среди них 4-кратный чемпион Дыгына Егор Филиппов, многократные призеры Николай Матананов, Артем Варданян, Джулус Наговицын. Интерес вызывают и новые имена. Самый молодой участник Вячеслав Дьяконов. Ему 19 лет. Он сенсационно забрал Кубок чемпиона этой зимой. В прошлом году из-за пандемии игры Дыгына были отменены. В этот раз самый долгожданный турнир все же пройдет, но без зрителей. Соревнования проведут на стадионе Туймада в Якутске 26 и 27 июня. Из 19 участников 5 участников это молодые ребята, 20 лет там самому молодому. И каждый, вот, который из молодых, могу сказать, что и они по своим каким-то этим видам, по своим видам они могут составить конкуренцию даже именитым нашим патрам. Прямой эфир будет у нас в YouTube-каналах, ссылки все мы отправим. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.